Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это информационный канал «Моей Удмуртии» и программа «Экспертное мнение». Сегодня Всемирный день родного языка. Как он отмечается в Удмуртской республике, мы решили сегодня поговорить с Ларисой Николаевной Бурановой, первый заместитель министра национальной политики Удмуртской республики. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Сколько лет уже отмечается День родного языка в мире, а что делается в Удмуртии тоже сколько лет уже? Международный день родного языка в Удмуртии у нас, скажем так, отмечается. Различного рода акции, мероприятия, посвященные или приуроченные к этому дню, проводятся где-то лет 6-7, наверное, уже. Это праздник всех национальностей, живущих у нас в республике, всех национальных объединений, скажем так? Но это вообще, я бы сказала, праздник каждого человека, поэтому абсолютно всех. Потому что нет ни одного человека, у которого бы не было вообще родного языка. А владеет он им или нет, это уже другой вопрос. Тогда вопрос такой, для чего, на ваш взгляд, именно родной язык нужен каждому человеку? Родной язык, по моему мнению, является, но это не только мое мнение, сегодня на самом деле уже и возрастные психологи, вообще просто психологические различные школы давно уже доказали, что родной язык, степень владения своим родным языком, принятие своего родного языка как родного именно, оно очень сильно сказывается вообще на формировании личности, на формировании самосознания, на идентичности человека, на его эго, я бы сказала. Но, тем не менее, для всех очевидно, процессы ассимиляции идут в мире, интеркультурность, все смешивается, люди очень часто меняют место жительства, среду обитания свою. Вот сохранение своих языковых, соответственно, особенностей, культурных каких-то, это важно, и возможно ли это сейчас сохранить в таком мире? Ну, процесс глобализации, о чем мы всегда любим говорить, говоря о любом этническом, я бы так сказала, да, он, естественно, идет, и мы являемся свидетелями этих процессов во всем мире. Но, тем не менее, наверное, совершенно не напрасно и не зря темой родных языков, региональных языков по-разному эта тема всплывает под различными вывесками. Этой теме посвящены просто сотни и практических конференций, и различных акций, и исследований, которые проводятся вообще абсолютно во всем мире. Поэтому это сегодня актуальная проблема не только для Удмуртии, России, она актуальна во всем мире. И я думаю, что несмотря на процессы такой унификации сегодняшней жизни и сегодняшнего мира, вообще знание родного языка, знание своих традиций, своих предков, скажем, да, то есть оно чрезвычайно актуально и вообще возможно в сегодняшнем мире. И опыт это показывает, в общем-то. Опыт в республике что показывает? Как эта работа ведется у нас? Опыт в республике достаточно большой, я могу сказать. У нас целенаправленно, скажем так, вопросами национальной политики уже в новейшее время истории нашего государства мы занимаемся уже около 20 лет. И поэтому, естественно, за 20 лет накопился очень большой опыт. Прежде всего, конечно, здесь очень большое место нужно отдать нашим национально-культурным объединениям, которые, в общем, деятельность которых как раз этому только в принципе и посвящена. Сколько их сейчас уже? У нас сегодня их 33 республиканских, а если учитывать, что каждая из них еще имеет свое отделение в городах и районах республики, то достаточно много, около 185 действует таких вот отделений, ячеек общественных организаций во всей республике. Они как строят свою жизнь? Помогаете ли вы им как министерство или от них скорее идет некая инициатива? Сегодня в республике у нас, в Удмуртской республике, делается очень много для того, чтобы создать условия. Прежде всего, государство создает условия для того, чтобы общественные организации могли нормально функционировать, могли нормально работать. И у нас, самый, наверное, яркий, самый видимый пример для этого – это Дом дружбы народов в Ижевске, где все наши общественные объединения национально-культурные имеют свои оборудованные места работы, они имеют залы, они имеют
доступ в интернет, то есть в них там есть небольшая типография, хореографический зал и так далее. То есть если есть желание сегодня у национально-культурного объединения выстраивать очень активную жизнь и работу, эти условия для наших НКО государство, в общем-то, предоставило. Ну вот признак прошедшего времени: родители записывают ребенка не в свою национальность. При переписи, при получении свидетельства о рождении, когда в нем была национальность, вот ушел ли этот элемент стеснения определенного своей малой нации, своей родной культуры? Ну, во-первых, я должна вас поправить, потому что малых наций не бывает, и малых народов тоже не бывает. Есть малочисленные. Хорошо. И это разные вещи. Вот, и на самом деле я думаю, что я бы не сказала, не была настолько глупо оптимистична, я бы так сказала, что и сказала бы, что на сегодняшний день все проблемы, вот, которые вы обозначили, они решены. Нет, конечно же. Но есть другая штука, которая называется, в общем-то, социология, которая дает достаточно хорошую такую картину развития событий. И я думаю, что она хорошая, потому что сегодня вот этот стыд, о котором вы говорили, он на самом деле уходит. И уходит за счет молодых людей, кстати. Вырастает новое поколение, для которых вот эта стыдливость, она не становится уже основополагающей в момент выбора, то есть куда поставить галочку, кто ты по национальности, в какой детский сад или в какую школу отдать ребенка и так далее. Нет уже этого стеснения при самоидентификации как человек определенной национальности. Ну, еще раз повторю, я бы не сказала, что полностью этого нет уже. Я просто могу вот сейчас одну цифру просто социологическую назвать в подтверждение своих слов. Дело в том, что если говорить о 10 годах работы фактически закона о государственных языках и языках народов Удмуртской республики, который у нас действует в республике, вот за 10 лет работы этого закона у нас в 3 раза практически по всем показателям, которые мы снимаем во время социологических и мониторинговых исследований, практически в 3 раза увеличилось количество респондентов, которые позитивно относятся, ну, например, к изучению, даже к такому показателю, как изучение удмуртского языка в школах, обязательное изучение удмуртского языка в школах. Это такой очень болезненный маркер обычно бывает, но даже по нему в 3 раза количество респондентов увеличилось за 10 лет. И по другим совершенно, по другим, например, мероприятиям программы нашей целевой, которая тоже по языкам работает, это различные перевод вывесок, перевод рекламы, введение курсов, изучение языков и так далее. В общем-то, это наглядно показано. А сегодня сколько классов в республике, вы упомянули дошкольные и школьные учреждения, в скольких классах ведется обучение удмуртскому языку? Вы знаете, я сейчас классы не назову, прямо классы, но школы могу обозначить, потому что очень по-разному. В каждой школах построена работа. Где-то изучается как предмет, где-то изучается факультативно язык. Но вот могу сказать, что удмуртский язык сегодня изучается в 251 школе в республике. Вот. А есть ли какие-то классы или школы, где изучаются еще какие-то языки? Конечно, безусловно. У нас есть школы, где изучается татарский язык, школы, где изучается марийский язык, школа одна есть с чувашским языком. То есть вот у нас достаточно такое полиязыковое пространство образовательное. А какие-то еще варианты, либо воскресные школы, либо какие-то курсы для еще дополнительных языков? Мы сейчас сказали, вот я обозначила систему образования, официальную такую систему образования. На самом деле наши общественные организации уже достаточно давно работают в режиме воскресных школ. И сегодня работает у нас армянская, еврейская, украинская воскресные школы. То есть они достаточно такие активные. Немецкая воскресная школа. То есть там изучается не только язык непосредственно, то есть это не языковые курсы, а там изучаются и традиции, история, культура народа этого. И туда, кстати, не закрыты двери любым людям любых национальностей. Тема Дня родного языка в мире в этом году обозначена как книга. Что-то, может быть, можете привести в пример, как в республике поставлена работа по книгоизданию, каким-то еще выпуску, каких-то еще брошюр, может быть, дисков,
которые бы помогали на самом деле и тем школам, где преподаются языки, и в принципе всем желающим изучать свой родной язык? Очень такой своевременный и актуальный вопрос. И дело в том, что когда мы говорим об образовании, связанном с этнокультурным компонентом, как это принято говорить об этом, то, естественно, сегодняшние дети, сегодняшние родители молодые, они очень современны. Да, то есть их уже не устраивает вариант там, учебников 60-х годов прошлого века. Естественно, они требуют новый инструментарий, новые методики. И могу сказать, что на самом деле еще очень совсем недавно, лет 5 назад, на самом деле это была беда. Но беда в связи с тем, что и с финансированием, книга — это очень дорогой продукт, особенно детская книга, хорошо иллюстрированная, такая яркая книга, какие, в общем-то, они и должны быть. Да? И по прошлому году просто могу сказать, что вот в книжном издательстве «Удмуртия» вышло 26 книг на удмуртском языке, если говорить вот об удмуртском языке. Я просто вот сегодня как раз принесла, чтобы показать, продемонстрировать те книги, которые в самое ближайшее время получат наши библиотеки и школы. Вот книжки такие красивые, совершенно яркие для наших малышей. Для детей. Да, то есть это для малышей книги. Вообще вся программа, она нацелена, вот эта программа, которая сегодня идет, она вся нацелена на самых маленьких. Ну и вот буквально еще горячий, только что привезенный из Москвы тираж нового диска уже в ряду. Вы, наверное, знаете, что у нас целая серия дисков выходит, где мы переводим и записываем в таком режиме спектакля сказки различных народов, разных стран на удмуртский язык. Вот этот диск пришел сказок Южной и Северной Америки на удмуртском языке. Очень вкусная вещь. Она тоже скоро попадет у нас в библиотеки и школы. Можно будет послушать и попробовать. Конечно. Но кроме того, это можно послушать и на сайте нашего министерства. Абсолютно все диски выложены на сайте в свободном режиме, поэтому все желающие, кто не имеет, так скажем, привычки это держать в руках, могут просто в онлайн-режиме скачать с нашего сайта или послушать в онлайн-режиме на сайте все сказки. Лариса Николаевна, вот напоследок такой вопрос. Международный язык английский. Мир глобализуется, и все-таки человеку какому-то, который придет и спросит, что ему изучать, как вы ответите в пользу того, чтобы он изучал свой родной язык в первую очередь? Если ты не знаешь себя, своей культуры, своего языка, тебе, я думаю, практически невозможно понять вкусность и красоту другого языка и культуры других народов. Понятно. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была первый заместитель министра национальной политики Удмуртской республики Буранова Лариса Николаевна. Спасибо вам большое. Спасибо вам. С вами увидимся. Это было экспертное мнение. Всего доброго.